Добрый день, дорогие друзья, с вами Александр. Вот сегодня приехали в Бичинчу, Ленский район, Якутское село. Сегодня будет тут презентация книги якутского писателя и открытие мемориала. Так что смотрим, не переключайся, будет очень-очень интересно. Сегодня мы собрались на торжественном событии – открытие мемориальной доски в честь первого министра культуры Якутской ССР, заместителя председателя Совета министров Якутской ССР, автор книги «Карьетумугав» Герасима Васильевича Попова. Герасим Васильевич Попов родился в 1910 году в селе Бичинча. С 1928 года работал на хозяйственной, общественной и политической работе. Работал счетоводом, заведующий отделом, председателем правления районного потребительского общества, заместителем секретаря райкома партии, второй секретарь райкома Всесоюзной коммунистической партии большевиков Ленского района за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Умер в 1983 году. Митинг, посвященный открытию памятной мемориальной доски памяти Герасима Васильевича Попова, объявляется открытым. Слово предоставляется главе муниципального образования Бичинчинский наслед Ростиславу Иннокентьевичу Водоводову. Добрый день, уважаемые жители села Бичинча, гости. Сегодня нам предоставилась большая честь открытия мемориальной доски Герасиму Васильевичу Попову, нашему земляку, первому министру культуры Республики Саха-Якутия, автору книги «Еловый мыс» Карьетумугав, который презентация книги, которая сейчас состоится в клубе. И это благодаря его произведению нашим детям остается память и жизнь и история нашего наследия, которая в начале 20 века, которые трудились, работали. Благодаря этой книге мы узнаем много о наших сожителях. И торжественное открытие мемориальной доски нашего наследия будет примером для подрастающего нашего поколения и память о великом человеке Герасиме Васильевиче Попова. Слово предоставляется директору общеобразовательной средней школы имени Егора Муреева, отличнику образования Республики Саха-Якутия, учителю учителей Республики Саха-Якутия, академику Академии творческой педагогики, почетному работнику образования Российской Федерации, почетному жителю села Бичинча, депутату районного совета депутатов, почетному гражданину России Валентине Александровне Арбатской. Вы знаете, уважаемые жители нашего села, меня охватывает огромная гордость за то, что я немножко знаю, Герасима Васильевича, за то, что такой человек, наверное, такие великие люди один раз в деревнях рождаются. И я горжусь тем, что такая огромная работа проведена нашим краеведческим музеем района, огромнейшая работа. И я была на презентации в городе Ленске, и до сих пор у меня волнение. Я в школе об этом рассказывала и детям, и педагогам. Самое главное, что теперь мы еще больше будем знать о таком великом человеке, как Герасим Васильевич Попов. И мы, конечно, горды, что первый министр Якутии родом из нашей дорогой родной Бичинчи. Спасибо. Слово предоставляется
предоставляется отличнику народного просвещения, заслуженному работнику образования Республики Саха-Якутия, отличнику муниципальной службы Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Ленского района, села Бичинча, научному сотруднику Краеведческого музея Тамаре Ильиничне Поповой. Убаставында Бардёну, Ылдирта. Добрая традиция найдет продолжение, и молодежь все это возьмет в свои руки. Внуку Герасима Васильевича Григорию Николаевичу Ильину. Добрый день. Мне очень радостно сегодня быть здесь на открытии мемориальной доски. И я думаю, что я хочу выразить большую благодарность от себя лично, от моей мамы, от всех близких родственников. Потому что то, что сделали бичинчинцы, они увековечили память нашего деда. Я думаю, что благодаря вам его имя и его дела, они будут всегда живы, всегда будут в нашей памяти. Большое спасибо всем. Я думаю, что мы еще пообщаемся, просто немножко волнуюсь. Поэтому всем большое спасибо. Уважаемые гости, мы предлагаем возложить цветы к мемориальной доске. Человек живет во имя жизни, любит жизнь, науку и людей. Остается память у отчизны из трудов, открытий и идей. И неся цветы к мемориалу средь забот житейской суеты, верим, будут доброму началом. Символ нашей памяти — цветы. Уважаемые гости, меня зовут Платонова Елена Сергеевна, я работаю заведующей отделом декоративно-прикладного искусства Ленского историко-краеведческого музея. В этот год, посвященный культурному наследию народов России,
мы отмечаем столетие образования Якутской автономной республики. Поводом для нашей встречи стал выход в свет книги «Еловый мыс». Ее автор, уроженец Печенчи, первый министр культуры республики Герасим Васильевич Попов. Книга впервые была издана в Якутске в 1983 году на якутском языке. Инициатор переиздания и перевода на русский язык – Ленский историко-краеведческий музей. Книга основана на подлинных фактах. Она охватывает трехлетний период с августа 1921 года до конца июля 1924 года, до и после получения автономии. Книга повествует о судьбах людей и событиях, произошедших в Биченче и в Мухтуе в период борьбы за установление советской власти. Повесть «Еловый мыс» – это своеобразный мост между 2022 годом и 1922 годом. Книга дает возможность сравнить жизнь, провести параллели с тем временем. Ведь, как и тогда, сейчас присутствует внешняя и внутренняя смута. Как и тогда, сейчас, как пишет автор, мы должны сплотить свои силы, чтобы укреплять и развивать новую жизнь. С каждой страницей книги пот и кровь, любовь наших предков к родной земле становится частью нас. Поет Руслана Мариева. Maria
принципе, наслед. В этих краях местный народ занимался выслеживанием пушного зверя, разводил скот, выращивал хлеб. На такой прекрасной и благодатной земле для бедных людей долгие годы ничего не менялось. Дети с малых лет привыкали к тяжелой работе. Они не знали в жизни ничего, кроме труда, голода и холода. В нескончаемых заботах жители гонялись за летними деньками. Не случайно повествование начинается с описания сенокосной поры. Это важное время для крестьян. Каков урожай, такова будет и зимовка. Люди жили, соблюдая календарь природы. Осенью убирали урожай, играли свадьбы, ловили рыбу. После первого снега мужчины начинали ходить в тайгу на охоту. Зимой праздновали Новый год, Христов день. Весной до ледохода устраивали игры, танцы да забавы молодецкие. Отмечали Егорьев день, начинали сеять хлеб. Летом собирали ягоды, грибы, косили траву. Встречайте ансамбль «Даян». Герои книги – это реальные люди и собирательные образы жителей, среди которых рос автор. Кешка Силач, Хабырыка, Гавриил Саморцев, Марийка, Мария Муреева, первая комсомолка, Алексей Орлов. В повести более 60 персонажей. Автор дополняет образы деталями, насыщает речь героев метафорами и пословицами. Есть там одна такая: у скотины пятна снаружи, у человека внутри. Характер, поведение людей Герасим Попов сравнивает с повадками животных. Например, таковал, как тетерев, рычал, как собака, льстил, как лисица. Есть в тексте приметы, обычаи, житейская мудрость. Например, как вести себя при встрече с медведем. В нашем воображении рисуется полноценная, правдивая картина жизни. Вашему вниманию инсценировка фрагмента повести «Еловый мыс» в исполнении учителей и учащихся школы имени Егора Мыреева. Тыгынча 900 сүрбе сыллар. Сериеске былас сана олоқтона нереркеме. Курум төлбете, упырага жетигер үйе төлбелеріттен Джон Муньякка мұнысты бұлды.
Gelirler, bir cana falan yerler bu oktur. Kösteller, diyenler. Darabaların. Munistan. Ağın, olurum. Bravo Ulrika. Duravurum. Rıkkımlar. Darabaların. Herkese bravo. Ayak okulun nakıt. Bravo. Bravo. Hayat okulun nakıt. Bu yestrip komutan 90'a yıkırdı geller. Polattan kalbitte bir. Darabı tüyeki. Et. Arı. Burdu kalma. Kimya katı harduk baran komulloqta. Ol kumağı uluz büyünen saskıra bulbuda. Meğer aktır var badağa. Bağa koyup kaderi. Kaçağı dün sergi ağır etti. İki verekte elbette bir diğer canı saskıra komarada kaladın şu resmette. Kabrika. Şiddeti. Onu bir tabağı çöndü. Dur bu oğlum. Polattan ayanlığa kelliler. Deli onu tamamla elekom çileyenlerin ыңырдаған болуқтың okudukça küste, kezikke, fabrika, mayıs. Onu tabi Polat'ta hacı ölçüp büt. Beslevice bir bağlısta gelen olurum. De bu Mustubutça bugün Polat'tan dakılardan geldiler. Dakılardan bu biçemeyin uyban bağlayımız. Onda kili dakılardan ötün ağın yerim kımılıyor kayın. Mustubutça döndürgü bravo. Eveske bula suluqtanan uluqan duraylar kelenediler. Anan bildirtiren bir uluqan sonuna kelsiyakın bağırabın. Sakarya RSFSR составыгар автономный республика болды. Onun sebepten romanına dekret aldım. Bu soslar sübbehetlis günütten Сый президиума декрет тахарды. Сахар республика бутер кийне Якутская болар. Онна бу границабыдан тоқтаса бухардылар. Киринскай, онна Водойпо, Иркутскага баралар. Антан боллағанна Битим, Рүктәйі, Мухтуя, Чуана, Батобая, Сахар егер кирер бұлаға бір харлынна. Яра, үйелек тұстақпыт, үшіге екі болла. Ота салгы тылы бере кайыңыр, күйтақ кесаға. Дәрі дағыттар, етішіге санын етті бет. Саңалыққа, саңалы олар оқпыд. Ұрыққыны төрдіктен аяқты ақпет. Владимир Ильич Ленин әтетінен қандық бағар күрамуқ бәті тұспақты номен олын ақтағы. Отчоғына тәң бұра бұл ақпыд. Өріға оқ өрін ақтақ. Onu göre taki bulukta biri nada. Onu tam salgı tılı birebet mayıs kap. Yakındı tabağızda. Bu birigi döydüktür. Betin çağa Sovetskay bulan süsü dolağın bulaylı. Üyerekter döndüğün atlanan Sovetskay bulan çalın anyaktı var. Bayak dayar ereyin cumhur baydar atıyıtlar üleli hüccalar. Baydar sürücüyen bas bilerler.
Жақтар олаға күр бәйдік ұлы бата. Майыс бекетіміне сөпкәдір. Сүрлеген қотын өте қанады. Ат кытылын аттан өте қанады. Чугас тербелерге бараларғар үлілер қанады. Қаңғыға дәуре советский бұласы еларын тұқырталар өт. Бұртық, ас өен, байжыларға бары чақчы. Майыс кеске самы сөпті кетелер. Тоғыз сүрлегі тоғызын орбады. Оғылар сөпке кетелер. Тоқтан, ете бәйіп бағасы өт. Тоқтан. Оны түмік қылы кесаға берір. Доктор, мен етемін түміктім. Бүгінгі мұнда қурағар келдерге, сіреккейін ұчуаттан саңа ләйгілі дарға. Жан капсәнінен ұлыс бұйбарына ясас қарап, қазды кейләқ, бұрбайы онына марақы алараттан патрозиосқан үлілерін қойып бұттыр. Қамиға дере советскай бұласы елдерін тұқырта олар бұд. Сәғати болла. Жоқтың бейгі бөлілі ғалым бұл ортын бұл. Алтын еді кейіпітінен бей ұлық тойы тұстақ бұд. Дәл оттан білі баяғы күгітті бұл пағыларды, я. Ой, күгітті бұл лақ қойын, я. Сәдіні сәттістір күрәннәк күнігер, сәрінен сәттәрен отунан умаяр, сирия үрдінен силлерен болыру, силлерен болыру, мұтылан тағыста бар-бар, бақтамыр, барда тақсаннар, барабан, оқсоннор, Оромлары толырдылар. Күстәк Кеске, Ренат Мыреев, Қабырыка Саморцев, Никита Арбатскай, Испириден Савин, Радия Щепков, Уйбан Моякунов, Вячеслав Константинов, Джокускайттан келесін жәрдерестелейтін Эдуард Попов, Майс Микитовна, Раян Угородова, Николка, Алеша Соловьев, Лекери, Теодор Яковлев, Дайс, Роксана Индеева, Тюэльба жақталарын толырдылар Оксана Николаева, Розалия Мардосова. Важные события в центральной части республики затронули и жителей Нюйского улуса, живших в глуши таежных хребтов. Речь о походе Пепеляева на Якутск в 1922 году. Генерал ушел с Охотского моря на поддержку местного населения в борьбе с большевиками. Чтобы дать отпор, ему навстречу из Иркутска с отрядом в 300 человек вышел Нестор Каландарашвили. Революционным комитетом было поручено подготовить на почтовых станках по реке Лени пропитание и лошадей. Останавливался Нестор не только в Мухтуе и Витиме. Мама Клары Васильевны Захаровой, жительницы Ленска, рассказывала ей, что Каландарашвили останавливался в Калайке. Это местность между Мурьей и Батамами. В доме дедушки и бабушки Клары у Александра Осиповича Черепанова и Екатерины Егоровны Поповой. Его хорошо принимали, угощали. Александр Осипович подарил Нестору заячью шубу. Это был не просто подарок высокому гостю, а насущная необходимость.
Ведь, как писал автор, на самом пике зимы езда по реке таила в себе немало тягот и опасностей. Морозный ветер продувал насквозь, поэтому путники кутались хоть и старые, но крепкие шубы. Узнав о походе генерала Пепеляева, у сторонников белых, зажиточных купцов, появилась надежда на смену власти. Они мечтали снова стать господами. В Сунтарском улусе действовали банды. Одна из них, под предводительством Петра Павлова, для захвата власти в Мухтуе отправила на Нюю отряд. Красные знали о планах белых и организовали в Печенче пост милиции. Начальником поста был Иннокентий Федорович Юшин. Реальный человек, уроженец Терешкина, участник русско-японской войны. От предложения командира перейти в Мухтую, чтобы не попасть в окружение бандитов, Юшин отказался, сказав: «Пока есть силы, буду держаться до вашего прихода». Как вы знаете, Юшина предали и застрелили. Заняв Печенчу, белоповстанцы предлагали местным жителям присоединиться к захвату Мухтуи. Они обещали обеспечить их едой и одеждой. Плохой урожай 1921 года и предстоящий голод подтолкнул жителей в ряды бандитов. Одни поддались на обман, другие мужественно встали на защиту новой жизни. Как писал автор, прошедшие тревожные и кровавые годы привели к тому, что у людей пробудилось сознание. Они сами могли уже определить, что хорошо, а что плохо. Трагически оборвалась жизнь некоторых героев. Бандиты убили Петра Петра Захарова, Кешку Силача, Василия Лыкаирька. Тем не менее, бандиты потерпели поражение и бежали в сторону Вилюя. На могиле Юшина командир сообщил местным жителям о том, что храбро сражался и пал в бою с бандитами Николай Серкин. В черном платке Ааныс сидела на коленях перед могильным холмиком, где похоронили красных бойцов. Недвижно склонившись в тяжелой скорби и печали, она плакала. Где была бы история без сердца? Как сказал один известный кинорежиссер, история, рассказанная без любви, это неправда. «Подруга моя», — жалела ее Николка, и от этого в его груди ныло сердце, в горле вставал ком. Юное сердце Ааныс тосковало о потерянной первой любви, блуждало во мгле, словно одинокий журавль. Для вас поют Мариева Руслана и Вячеслав Константин. Вечная нежность друга. Я
звездная память друга. Николка и Аныс встретились у повести «Счастливый конец». Но мы знаем, как сложилась бы судьба главного героя в реальности. Ведь в образ целеустремленного в будущее, жаждущего учиться Николая Серкина, автор вложил свои мечты, свою биографию. Николай немного старше автора. В начале описываемых событий ему 19 лет. Герасим вступил в комсомол, когда ему было 13. Герасим Васильевич – свидетель происходивших событий. Он родился 30 сентября 1910 года в семье Поповых. Его отец участвовал в организации первых колхозов. Герасим рос бойким и смышленым мальчиком. С младших классов он учился на отлично. В 23 году активный, умеющий высказывать свое мнение парень вступил в ряды комсомола. Позднее его избрали секретарем комсомольского наследного комитета. В дальнейшем он возглавлял Ленскую районную потребкооперацию, был секретарем Усть-Алданского комитета партии. Для молодежи хочу отметить, что секретарь – это не как сейчас помощник руководителя, а тогда это был руководитель сам. Да. С 1941 по 1946 год он был уже секретарем областного комитета партии. Рвущийся к знаниям коммунист окончил высшую партийную школу в Москве. После этого его назначили заместителем председателя Совета министров республики. В 1953 году было создано Министерство культуры, и первым министром назначили Герасима Васильевича. В его годы работы началась большая деятельность по продвижению многовекового культурного наследия якутского народа за пределами республики. В 1957 году прошли Дни Якутии в Москве. Они прошли на высоком уровне благодаря опыту, мудрости Герасима Васильевича. Герасим Васильевич не раз избирался депутатом Верховного Совета Республики и Советского Союза. Еще один из этапов его жизни связан с становлением алмазно-добывающей промышленности. Герасим Васильевич со своей спутницей жизни Варварой Платоновной Ушницкой вместе дружно и счастливо прожили 45 лет. У них родились 3 детей и множество внуков. Опираясь на неугасаемую любовь к родине, Герасим Васильевич написал повесть «Еловый мыс». Как он пишет: «Человек никогда не забудет места, где он родился и где провел свое детство. Далеко ли он от них или близко, всегда будет помнить. Как мы можем забыть мирное раздолье от Кытыла, заросший осинами берег Кагеннеха, виднеющийся издалека горкой еловый мыс. Милая наша Родина, как она радует сердце своей красотой». Автор планировал написать продолжение, но, к сожалению, не успел. Для вас поет Степанов Афанасий «Платок матери».
Несмотря на тираж первого издания 15 тысяч экземпляров, книга в Ленском районе практически неизвестна. В музее хранится экземпляр, подаренный в 1985 году Мордосовым Василием Иннокентьевичем, сыном одного из прототипов книги «Кешки-силача». В 2018 году научный сотрудник музея Тамара Ильинична работала над темой 90-летия Ленского района и собирала материалы по гражданской войне в нашем районе. Изучала материалы в Национальном архиве, в фондах нашего музея. Вот она-то нам, коллегам, и рассказала об этой повести, об ее авторе. И попросила тогда сделать копию этой книги для дальнейшей работы с текстом. Во время оцифровки материала, обработки, мне стало интересно это содержание книги, особенно когда я увидела знакомую фамилию Юшина, поняла, что есть главные герои Николка и Аныс. Попросила Тамару Ильиничну подробнее рассказать, о чем эта книга. Ну, вот тогда у нас в разговоре появилась мысль и вопрос, можно ли сделать перевод этой книги. В нашем районе подобного опыта еще не было. Книгу не переводили на русский язык, и подумали, что, может быть, сначала ее переиздать, потому что текст на якутском есть. С этим предложением Тамара Ильинична обратилась к нашему директору Олесе Викторовне Сафоновой. Мы потом еще обсуждали, решали, подумали, что раз уж мы беремся за такой сложный проект, то лучше тогда сделать одновременно и переиздание, включив туда и перевод на русский язык. В марте 2019 года с Тамарой Ильиничной мы были в командировке в Якутске, познакомились с дочерью Герасима Васильевича, Галиной Герасимовной. Она рассказала об отце, показала фотографии, с радостью согласилась с нашей идеей на переиздание. И вот эта книга – это итог нашей кропотливой, трудной работы в течение 4 лет. Не менее пламенный патриот, чем автор, Тамара Ильинична. Она была душа этой большой работы. Она столько переговоров, такие поиски переводчика, издательства. Просто восхищение и благодарность, и счастье, что удалось принять участие, вместе работать с ней. Я благодарю ее за знакомство с этой книгой, за возможность погрузиться в народную культуру, за этот бесценный опыт, за муки творчества. Во всем нас поддерживала Олеся Викторовна, наш директор. К сожалению, она не может присутствовать. Она оперативно решала все административные вопросы, особенно вот сложные для нас моменты с Тамарой Ильиничной. Вот Людмила Капитоновна, когда звонила, спрашивала,
меня: Елена Сергеевна, вы ответственная. Вот я даже не могла сказать, что я одна ответственная, потому что действительно мы работали коллективом. Вот Олеся Викторовна, Тамара Ильинична и я. Ну, Олеси Викторовны нет, но эстафетную палочку подхватила исполняющая обязанности директора Светлана Александровна Кузьмина. На презентации в Ленске у нас должно было быть плановое отключение электроэнергии. Она договорилась с Якутской энерго. Свет был. Хочется еще выразить особые слова признательности дочери Герасима Васильевича, Галине Герасимовне, Людмиле Капитоновне Зориной за активную поддержку и содействие, и также Людмиле Васильевне Колосовой-Мордосовой. А сейчас музыкальный номер от Вячеслава Константинова. Хорошим источником для исследований школьников, потому что там можно изучать и прототипов, судьбы потомков, сравнивать это произведение среди произведений других авторов в Якутии, сравнивать с произведениями того периода, когда она была написана. Еще хочу сказать, вот в Бичинче родился министр культуры, может быть, уже родился или родится кинорежиссер, который экранизирует эту повесть. Я думаю, она достойна этого. И было бы здорово, да, чтобы Бичинча стала местом съемки этого фильма. А сейчас
Слово предоставляется главе муниципального образования Печенчинский наслед Новгородову Ростиславу Иннокентьевичу. Еще раз добрый день, уважаемые жители села Печенча и уважаемые гости нашего наследия. Мы вот гордимся, что такой человек, как Герасим Васильевич, наш односельчанин, вот такие люди, как Герасим Васильевич, вот, сильные духом, мудрые люди трудились для установления власти, советской власти и установили. Ну, если сравнить ровно, который век назад и нынешнее время, в то время люди были информация не так быстро распространялась, как сейчас. Просто люди из уста передавали, например, вот люди жили, не в одном наследии, а дали друг от друга в этих маленьких наследиях. И информация очень трудно передавалась друг от друга, потому что вот люди, которые приходили, из уст уста рассказывали, что вот власть меняется, некоторые вот баи, которые вот в то время жили, пользовались этим случаем и говорили, что советская власть сейчас недолго установилась и так и все останется, поэтому вот люди, которые жили в то время, боялись и остерегались, а сейчас у нас информация слишком быстро передается. Мы вот то, что случилось буквально сейчас за границей, в другом краю нашей земли, и мы все это узнаем, и слишком много информации, и пользуются из-за того, что слишком много информации, некоторые вот эту информацию передают в искаженном виде, поэтому вот кому верить, чему верить иногда бывает трудно. И вот, пользуясь случаем, хочется поблагодарить Тамару Ильиничну, вот, и коллектив Краеведческого музея вот, за это мероприятие, которое вот сейчас мы увековечили имя Герасима Васильевича Попова, и для подрастающего нашего поколения вот книга переведена, и вот наши жители Ленского района, которые русскоязычные, тоже могут прочитать и узнать, что как жили наши предки, наши односельчане ровно 100 лет назад. И, пользуясь случаем, хочу вот вручить благодарственное письмо. Уважаемая Тамара Ильинична, администрация муниципального образования Печенчинский наслед и жители села выражают искреннюю благодарность за неоценимый вклад при переиздании и переводе на русский язык книги Герасима Васильевича Попова «Харьятумах и Ловый мыс». Благодаря вам в юбилейный год столетия образования Якутской ССР на свет вышла переизданная книга «Иловый мыс», повествующая о судьбах людей во времена борьбы за становление советской власти, основанная на реальных событиях и фактах, происходящих в Печенче и Мухтуе. Желаем вам счастья, крепкого здоровья, благополучия, дальнейшего успеха во всех добрых делах и начинаниях. Благодарность вручается Алисе Викторовне. Благодарность вручается тоже патриоты нашего Ленского района Людмиле Капитоновне.
вручается Елене Сергеевне. Слово предоставляется депутату Государственного собрания Илтумен Родиону Капитоновичу Зорину. Üzerinden birinci vaktaptara kendikten fiyolcukta bu bugün de bütün yürü bütün yamanlık bakayım ki de gösteren edildi. Oraya kalbetin çiğnenleri var. Ona bu İçimde bu müziği bu yine mengeranlar yenskege ulusput hönterga ahbetama prezentasi bolbuda. Anime kırklar, donatelen aktivistler bugünge muncul takılıyor. Bir vakti muncul baru öğren toran, eten toran aslında şöyle müziği ve hepleri maktabın tepki tamam işine, tamam işine keyifli vardı. Onu içimde bugün içinden bulduk. İşte bu memleketin yolu, memleket munculuğu, dönme bitiyerden Historia kalırım kurduk. Bugün yine ağamların dokuz geçen birlikte düğünüye Bartın haftada beş kadar ağam götüren bu merenlenen müziğe gittik de bu onun kesemeti, bu takımeti onun bir betak ilk eserlerin bağları da bana kaydak bu bikincetten kaydak bu история таккыбыда дебиллам хоротун емылы потомда манеде алжаркай беремага улар ий беремага унтаген ертен маннагитанна дигене манна стратегический сел уркуда манне мага дибитим ити борокота харгар параларгар оны бүлү кетпит этератете болла манна бу манна утарсан эдеттен билен балаха Tarın bir bala oktasakları. Bu manı killerin bu mandıkeyi dibine akit killerin kepsen Bartın isteki kişiler dibağırdığı kepsen kaytak onları takımıtın kaytak bu kepseten kaytak günler munnaktabıtların kaytak bu ola kardiyer kihologa kantan kelbetiğin barda suydağıdı. Ne bu mahtanemete bu manı perivattan manı killerin Bugün yine etkileşim nağını Alexander'ın kadar kabul edilen historiada küçük bütün kamuoyu kesik kahve bu yeni karıyor. Bir historia yani ahıl vatak yeni karıyor. Onun bu hendrane dokuz ki kurduk, İspanya'da kurduk. Onun bu manidun oraya kalan bütün tuhanan killerin oğlu bütün yöneten mani Sedan şu manı takatırla kilgele şu babuluti yani. Ona bu müdürle hepterge tamam işine linniwa kapitonna bu kilge tahaksan tahapetterge ula maktanan ultimenattan etimete manı kule takatırla ona bu orlogutun gott kulturun nasligi народовти bu yine hılgar heptimen takastap kilge yani. Потому что религиозный. Ну, если это махтанин это, если это манипулятор, он манит, он не будет билет рухта. Слово предоставляется депутату районного совета депутатов Арбатской Валентине Александровне. Достаточно громко говорю, поэтому, наверное, микрофоном не воспользуюсь. Добрый день, дорогие земляки. Очень приятное, очень значимое событие сегодня собрало нас всех вместе здесь. Я уже на второй презентации. Если бы моя воля была бы, я бы даже на третьей
третьей была бы мне очень интересно, знаете, с каждым разом что-то еще интересное узнаешь. Вот, мы с удовольствием вот такую маленькую миниатюру поставили. Она как-то утром, когда репетировали, она лучше была, но маленько переволновались, наверное. Но хотелось, чтобы дети хотя бы чуть-чуть прочувствовали, о чем здесь говорится, какую жизнь проживали наши предки. И вот я сегодня просто как вот вам сказать, с огромной гордостью все это слышу, все это чувствую, все это вижу. Я хочу просто судьбу поблагодарить за то, что я знакома с человеком неуемного такого характера, огромного, сокрушительного, даже надо сказать, обаяния, с кем интересно работать, кого интересно слышать, у кого интересно учиться. Это Тамара Ильинична Попова. Вы знаете, знаю ее с детства, хорошо ее знаю, характер ее знаю. Знаю человека, который просто трудяга, большой трудоголик огромный, да? И вот эта вот работа, конечно же, проведенная музеем, нашим краеведческим музеем. И я с восхищением звонила в тот раз Тамаре Ильиничне, она, к сожалению, болела, да, на тот момент. И я рассказывала, я говорю, вот Елена Сергеевна, она просто прямо вот, у нее все вот горит, она так счастлива, что провела эту работу, что в этом принимала участие. И это, конечно же, в наше время, это очень большие люди. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые работники, сотрудники музея, уважаемые все, кто принимал участие в данной работе, потому что Герасим Васильевич Попов, я в детстве очень много слышала о нем, очень много слышала, когда в школе училась. Вот, и книгу эту старую держала в руках, это, конечно, я все время удивлялась, что такие люди вот в деревне были, жили, трудились. Вот, я хочу с благодарностью вручить букет моему соратнику, можно так сказать, моему наставнику, моему учителю, моему директору Тамаре Ильиничне с огромной благодарностью. И вы знаете, спасибо большое. И вы знаете, сегодня, когда при открытии мемориальной доски то, что она говорила, запомните это на всю жизнь. Дети, уважаемые молодые люди, да, запомните, потому что это наша история. Вот про того же Мыреева, Мыреева, вот я, конечно, я это все знаю, я это помню, я это читала, когда детям мы рассказывали много. Но запомните их имена, запомните, потому что это такие люди могут нам историю рассказать. Помните об этом. Тамара Ильинична, с огромной благодарностью и также, пользуясь случаем, 8 марта мы не смогли вас поздравить, поэтому разрешите, Тамара Ильинична, с уважением вас. Также я хочу вот этот букет вручить женщине, которую я очень уважаю, тоже, можно сказать, с детства, потому что в селе Натора это вот Зорины, это без Зориных это не Натора. Вот, без Зориных это не Натора. Поэтому Людмила Капитоновна, с большим уважением и любовью разрешите вам. Я очень надеюсь, что у нас будет сотрудничество, и мы что-то тоже обязательно. Так, и вот этот букет разрешите мне с большим уважением вручить Елене Сергеевне. И
жители нашего села и гости. Но я с большим волнением выступаю сегодня здесь, потому что вот в этой книге рассказывается, есть герой, который является нашим родственником. Это наш дед, прадед и прапрадед. Это Кюстях Кеске. Мордозов Иннокентий Николаевич. Действительно, эта книга история. История не только нашего села, это история нашего района, нашей республики, потому что события, которые происходили у нас в Якутии, действительно были, значит, те годы были очень сложными, потому что здесь не было радио, не было, ну ничего не было. И люди, вот, которые жили по берегам нашей Нюи, они, значит, только понаслышке. Или там кто-то, допустим, расскажет, что там происходит и так далее. И вот мы, наверное, ну, мы должны гордиться теми людьми, которые именно восприняли советскую власть. И вот там среди вот этих людей люди безграмотные, не знающие алфавита, но они вот именно восприняли с воодушевлением нашу революцию и советскую власть. И благодаря таким людям вот мы живем, вот мы вот образованные, и действительно вот нужно нам помнить их и доводить до наших вот детей и тех, кто еще вот дальше будет жить после нас. И с огромной благодарностью я хочу поблагодарить Тамару Ильиничну. Это тоже мой директор, я у нее начинала работать. Это наш глава, с которой тоже, когда я была депутатом, тоже работала. Да. И вот действительно с огромной благодарностью, с пожеланиями я хочу вручить вот этот буклет. Благодаря таким людям у нас сохраняется наша история. Слово предоставляется начальнику районного управления культуры Захаре Анастасии Юрьевне. Ой, как вас много всех! Всем здравствуйте! Я приветствую всех и жителей села Бичинча, и наших дорогих гостей, приезжих. Конечно, столько всего было много сказано. Не хочется повторяться, но и не сказать нельзя о том, что действительно Ленский район взрастил огромное количество очень талантливых, очень, я бы сказала, великих людей. И Герасим Васильевич Попов один из таких как раз-таки людей. Эта повесть, о которой мы сегодня говорим, «Еловый мыс», это та ниточка, которая связывает наше прошлое и будущее. Многие сегодня говорили о том, что молодое поколение должно это сохранять, мы должны передавать это новому поколению. Мне кажется, что это правильно, и эта повесть, это скорее историческое наследие, которое мы должны, конечно, ценить. Также отрадно то, что сегодня присутствует прямой потомок Герасима Васильевича Попова, его внук. Давайте еще раз ему поаплодируем. Мы благодарим вас, что вы нашли время прийти сюда, поприсутствовать на таком важном мероприятии. И также хочется отметить о том, что книга действительно впервые у нас в Ленском районе такой опыт, что книга переведена, сделана на 2 языках. И вы знаете, совсем недавно, такой маленький пример расскажу, сидела я в очереди на почте и как раз-таки коротала время, начала читать книжку на русском языке. Ко мне подсела женщина преклонных лет якутской национальности и, увидев книгу, сказала:
а вы что, знаете якутский? Вы на якутском читаете? Я говорю, нет, на русском. И мы как-то так с ней хорошо поговорили. Речь была о том, что как это интересно, что вот в одной книге собрано, да, два языка, и даже будучи в разной национальности, да, в разном, так скажем, менталитете, мы можем поговорить об общем и найти какие-то общие темы. В итоге эту книжку я ей оставила в подарок, ни минуточки об этом не пожалела. Вот. Хочу поблагодарить всех тех, кто, огромную благодарность выразить от лица Ленского районного управления культуры, всех тех, кто принял участие в переиздании этой книги, этой повести. Огромное вам спасибо, ваш вклад, он неоценим. Ну и, конечно, мы, как и все, не без подарочков. Так, хотелось бы выразить благодарность. Значит, благодарственное письмо муниципального казенного учреждения культуры, районного управления культуры вручается Людмиле Васильевне Колосовой-Мордосовой. От всей души выражаем вам искреннюю благодарность за большой личный вклад в подготовку к переизданию в рамках столетия образования Якутской ССР повести «Еловый мыс», уроженцы села Веченча Ленского района, первого министра Якутии Герасима Васильевича Попова и организацию презентации в культурном центре «Сергелявские огни» города Якутска, где мы будем делать презентацию чуть позже, на следующей неделе. Желаем вам неиссякаемой энергии, успехов и благополучия. Людмила Васильевна, где она? Нету, да? Якутске? Давайте все равно поаплодируем, она заслуживает этих аплодисментов, а подарочек мы ей передадим, да? Еще раз огромное спасибо. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Исполняющая обязанности директора Ленского историко-краеведческого музея Кузьминой Светлане Александровне. Рада приветствовать на благодатной, на талантливой печенчинской земле. Уважаемые земляки, спасибо вам огромное за вот этот сегодняшний праздник, потому что именно ваша земля взрастила имя Герасима Попова. Конечно же, было очень много сказано слов, я ко всем словам присоединяюсь. Очень трогает, до глубины души трогает сегодняшняя атмосфера, полный зал. Отрадно, что сегодня присутствует молодежь здесь, ради которых, собственно, это продолжение. Надо сказать, что книга, повесть точнее, «Еловый мыс» — это единственное произведение, которое рассказывает о гражданской войне, произошедшей именно здесь, в Ленском районе, именно период гражданской войны в Ленском районе. Поэтому обязательно передавайте ее своим детям, внукам, правнукам. Это наш долг. Хочется поблагодарить всех, кто трудился над этой книгой, над переизданием. Очень отрадно, что она сейчас еще и на русском языке. Вы понимаете, сколько теперь увеличится читателей в библиотеках? Да, вот эта книга попадет в каждую библиотеку нашего района. Поэтому быстро занимайте очередь. Далее хочу сказать огромное спасибо нашим землякам, которые не живут здесь, не проживают здесь, но продолжают патриотически относиться к своей родине, малой родине, и вносят огромный вклад. Я благодарю, конечно же, судьбу за то, что он познакомил меня с Тамарой Ильиничной Поповой. Тамара Ильинична, не опускайте глаза, я понимаю, что много сегодня благодарных слов в ваш адрес, но я действительно, как заместитель директора музея, очень счастлива, что в нашем коллективе появился такой сотрудник, научный сотрудник, трудяга, талантливая, ответственная. Просто нет слов. Это кладезь. Можете называть его кладом, музеем, как хотите, но это действительно кладезь. И, конечно же, не могу не сказать о такой же талантливой, но, конечно, у нее еще все впереди, опыт в силу ее возраста. Это у нас Платонова Елена
Сергеевна, которая тоже наша кладезь. Она настолько горела, действительно горела вот этой идеей, вот этим замыслом переиздать эту книгу. И они в этом тандеме с нашего коллектива музейного с Тамарой Ильиничной просто как одно целое трудились на протяжении 4 лет. Представляете? И очень отрадно, конечно, что в этот год, год культурного наследия, столетие ЯССР, образования СССР, книга вышла в свет. Я искренне благодарю Людмилу Капитоновну Зорину. Спасибо вам огромное, просто кланяемся вам за помощь. Я благодарю, конечно же, Людмилу Васильевну Колосову-Мордосову. Мы еще с ней встретимся, когда поедем в Якутск. Да, у нас планируется 3-я презентация в городе Якутске, в культурном центре «Сергелявские огни». И, конечно же, благодарю дочь Герасима Попова, это у нас Галина Герасимовна. Я рада, что здесь присутствует сын ее. Очень приятно было познакомиться. Вот. И, конечно же, всем говорю о том, что, пожалуйста, берегите историю и любите свою малую родину. Спасибо. Слово предоставляется главе муниципального образования Нагорнинский наслед Тимофееву Эдуарду Семеновичу. Күнді Арслан Генч, сонда бірінші нәхелен докторы Кельбит Белджиттар. Добрый день, уважаемые беченчинцы, Арслан Генч и приглашенные гости. Мне здесь приятно стоять, потому что я здесь, можно сказать, в 20 веке закончил школу. Это мой директор Тамара Ильинична. И я благодарен жизни, да, потому что я живу в 2 веках. Это 20 век и 21 век. Это история, я думаю, 2 веков, да, столетия Якутской АСР, что у нас жили такие патриоты нашего Улус-Оленского района. И имеется в это время тоже патриоты наших наследов. И я, конечно, волнуюсь, что я здесь стою, но и благодарен жизни, что и Герасим Васильевич Попов издал такую книгу в свое время, и Тамара Ильинична, и вся группа, что создала в 2 языках эту книгу. Это очень кропотливая работа, потому что мы тоже создавали у себя в наследии 75 лет Великой Отечественной войне своих героев и ветеранов войны, тыла и труда. И в прошлом году мы издали книгу «100 лет нашей школы», которая тоже произвели очень много работы. И, пользуясь случаем, хотел прочесть приветственный адрес главе Ростиславу Иннокентьевичу. Уважаемый Ростислав Иннокентьевич, от имени нашего наследия села Натора сердечно поздравляем с выходом на свет книги Харья Тумугах «Еловая мысль» Герасима Васильевича Попова. Выход книги – это всегда великое событие. По значимости равное рождение ребенка, ибо она, книга, будет жить долго, пока существует цивилизация. Книга – это увековечивание истории наследия. Она будет передаваться от поколения к поколению. Выпуск книги – это долгая и большая трудная работа. Вся ответственность лежит на организаторах, коллегам-издателях, и которые занимались издательской деятельностью, в котором вы преуспели. Уважаемый Ростислав Иннокентьевич, жителям села Беченча просим самые теплые и искренние поздравления от жителей села Натора. Желаем вам здоровья, благополучия, творческих успехов.
история нашего наследия, потому что история из Бичинчи, она очень, я думаю, мы здесь все учились на Торске в основном, да, чтобы, я думаю, здесь даже есть ваши родственники, ваша память и наша память, это совместно, и будет как бы история нашего наследия и ваша. И хотелось бы подарить тоже вот эти две книги замечательные, где я закончил школу, учился здесь в интернате 2 года, жил и учился. И благодаря им я закончил школы и подарить книги Александру Александровичу. Хотел бы подарить тоже эти книги моему директору Тамаре Ильиничне. Слово предоставляется заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, продюсеру телевизионных проектов «Охота и рыбалка в Якутии» и «Моя Якутия», ответственному за выпуск книги «Еловый мыс» Зориной Людмиле Капитоновне. Меня, наверное, тоже слышно. Давайте я положу микрофон сюда, он не будет пикать. Өтө күннән күндө ахтар саныр бастыр бечинче нәйлеген олықтақтыра. Бечинче мин хүрәкпер 2 дойдum күрдүк. Эббилерге болу үксүлерге нотора осколото рутует класстагыта онтон бечинче Орюнга бир соғытоқ национальный орто осколы боларын бұғытна манна әлбәқ үтчаттар Ленска районтан келен үйренен, кынаттанан, үйрә қыллан, тақсан бұл үлелі қамсы пенсия тақсық бұтыр дұрыды бұд. Онын бечінче меха әлбәғі бір бітті үлген долгуябын, манна кәлләқ бінен нар астынабын. Бұқылу мен хаңа осколыны бітерім хағана кейрен үлелен, маннан күйлен, Görən götən, kiyini görən, bitti бұппыт. Аны білген нучалы хаңарым дей. Бары нахан нучалы ревік кет. Олеген нучалы. Добрый день, дорогие земляки. С переводом книга у нас вышла на 2 языках, поэтому я постараюсь тоже на 2 языках говорить. Надеюсь, все меня поймут. Я являюсь выпускницей Бичинчинской средней школы. Так как в Наторе было 4 класса, и с 5 класса по 10 вы учились здесь, получили знания, опыт, ну не опыт, а знания, личности какие-то там, первые навыки, и уехали учиться, и вот стою перед вами уже в другом обличии и так далее. Вот про меня сказали очень много слов и так далее. Спасибо большое, что пригласили меня на презентацию. И я очень рада, что приняла участие в таком большом проекте, масштабном, историческом, и которое, вот проект этот заключился, вышла большая книга. Я считаю, что она большая книга, потому что очень значимая. Идея этого проекта исходила от краеведческого музея нашего района. Ну, первые, конечно, 2 года тому назад на меня вышла Тамара Ильинична Попова. Ну, так как знаю, что я иногда занимаюсь изданием книг, у них почти материал был готовый. Знаете, что на якутском языке книга, она была уже издана, и вот хотелось им перевести, так сказать, расширить масштабы этого проекта. Я очень благодарна, Елена Сергеевна, Светлана Александровна, Олеся Викторовна, вообще музейные работники, я перед вами вообще кланяюсь, потому что вы являетесь, скажем, сохраняете то, что было,
передаете для будущих, сохраняете все эти знания и так далее. Это вообще очень хорошие вы работники, у вас очень хорошая специальность. Я очень завидую, хорошей завистью вам. Вот. Ну вот, 2 года тому назад, значит, вышли на меня, я согласилась из-за того, что как прозвучит для меня Ленский район, для меня это как бы уже все, надо работать. Потому что считаю, что для Ленского района я должна быть готова и всегда должна помочь. Чтобы этого мне работы всегда хватало своей. Вот про меня сказали, что я продюсер телевизионной программы «Охота, рыбалка» в Якутии. Знаете, что она выходит не только в республике, в России, но и по миру. Не знаю, сейчас, конечно, закрыли нас или не закрыли, но уже ушло, все, люди смотрят. И вторая программа «Моя Якутия». Знаете, как собирать материалы, работы полно. Но, несмотря на это, я очень рада, что я согласилась и стою сегодня вот на торжестве, который вот такого человека, да, вот вообще, я рада, что я приложила тоже свои усилия, внесла какой-то свой маленький, малюсенький вклад для того, что эта книга вышла в свет. Ну, пока книгу не держу, но я видела эту книгу. Книга вышла, конечно, скромной, потому что вы знаете, что бюджет Ленского района, да, всегда ограничен, всегда нас да, поэтому, но несмотря на это, книга вышла достойной, лучших полиграфических традициях, обложка достойная, сразу как увидите, вот смотрите, вот она обложка, ну, портрета нету, значит, вот эта обложка, человек уже как увидит обложку, понимает, это книга историческая, она будет рассказывать о тех событиях, которые наше молодое поколение не знает. И они обязаны знать, особенно в это время, когда Россия в таком вот состоянии, да, чувство патриотизма, чувство гордости за Россию, за Родину, оно должно вдвойне, втройне, я не знаю, сколько раз должно повыситься. И вот именно такие издания, они обязывают молодое поколение знать свою историю, гордиться и вообще еще дальше продвигать. Правильно я говорю? Вот. Поэтому, да, я очень горжусь, что мое скромное, значит, такое хобби, скажем, да, помогло выйти в свет, что я дружу с типографиями, что знаю вот эти все этапы подготовки издательской работы, помогло мне Ленскому району, любимому. Вот, и такая команда мощная работала, Тамара Ильинична. Она все время говорит, нет, это не мой проект, это музей. Ну какие мощные работники у вас, господа музейщики. Елена Сергеевна, Олеся Викторовна, да, вообще. Супер! Молодцы! Они каждую струю, это не просто там такие, ну так, отношения. Ну вышло, есть портрет, есть, ага, там какой-то рисунок, какие-то слова. Им надо посмотреть точечку, запятую, слова, чтобы все это сочеталось. Все, цвет, там, размеры и так далее. Короче, со мной спорили, я считала себя как бы уже профессионалом этого дела, но на меня, ну, никогда не надо говорить, что я до конца все знаю. Человек должен учиться всегда, всю жизнь, да. Поэтому я у них тоже училась. Я как-то вот так вот проходила. Ну, есть ответственные люди, которые собрали материал, понимаешь, перевели. И я вот когда узнала, что они перевели на русский язык, я сразу спросила, это ужасно сложная работа. Я говорю, а кто перевел-то? Это обычно переводят профессионалы. Их в республике попасться пересчитать. Но я считаю, у них язык перевода вообще хороший. Вообще переведенный, да? Человек сразу понимает, якутский язык перевести очень сложно. Чтобы вот эти все картинки, все это передать, все во всех красках, чтобы сразу человек понял, это очень сложно. Молодцы. Я прямо горжусь. Горжусь
что я тоже приложила туда руку. Ну вот сегодня глава Наторского наследия гордо раздает, значит, свои издания. Я тоже горжусь, что на родном Наторскому наследию я помогаю издавать книги. Столетие школы, 75-летие Великой Победы, все ветераны, все колхозники, все дети войны, ветераны тыла и войны туда вошли. И это база для школы, для музея, для электронного варианта. Они все есть, портрет, биографии, все заслуги, все. То есть это вот на года. То есть будет передаваться. Для музея это уже готовые материалы. Поэтому я очень рада. Сегодня мы вот в этом зале находятся мои братья. Я хотела бы их поднять. Вот мне вот Валентина Александровна когда сказала, да, что Зорины в Наторе, это значит Натора. Родион Капитонович Зорин, депутат Капитонович, да, Зорин, начальник налоговой. Владимир Капитонович Зорин где-то был. Да, вот. Ну вот. Он здесь будет, да, пока работать и так далее. Вот. Мы приехали все, ну, постарались порадоваться этому событию, радостному событию. Поздравляем вас, что у вас такие земляки, да? Ну, я в том числе. Такие земляки, что увековечивают память таких великих наших земляков. Я очень рада. В связи с этим я хочу еще раз, ну, дать информацию, так сказать, воспользоваться этим событием, сказать. В следующем году, значит, в 2023 году будут проходить 10-е соревнования охотников Ленского района, называется Баянай, посвященный Дню охотника. К этому событию мы решили, ну, идея, я не знаю, оно будет воплощаться в жизни или и с вашей поддержкой, решили издать собрать материал про наших охотников, кадровиков и так далее. В Ленском районе их много. Но не будем, конечно, ограничиваться не только охотниками, но и рыбаками. Ну, кто там. Они же все равно, кто охотник, тот и рыбачит. Поэтому, я думаю, нас поддержали вот музей краеведческий, библиотека централизованная, надеюсь, управление культуры без вас никак. Вот, спорт, экология уж беру на себя, потому что я там плаваю, все время знаю. Министерство экологии, они рады поддержать, приехать в следующий год всей командой, чтобы тут у нас в Ленском районе зональные были мероприятия. Не только там эстафета, как шоу, да, а вот именно поучительные, какие-то опыты, семинары, там, лицензии там раздавать, обучить, капканы какие должны быть, законы какие-то. Поэтому я призываю принять активное участие, если у вас есть кадровые охотники, родственники, тех, которые ушли, уже их нету с нами, про них тоже надо рассказать, фотографии собрать. Вот такая вот у меня информация. Я хочу поблагодарить вас за то, что вот полный зал после такого вот, ну, у нас ограничения сильные были, поэтому, может быть, люди, наверное, заждались такого, да, вот. Я поздравляю вас с презентацией вашего земляка великого. Книга вышла, оно будет Соруллуват Сахаларин Дилерди. Вот, поэтому, ну, то, что топором, то, что написано, топором не вырубишь. Ну, это перевод. Да, будьте здоровы, работайте на благо, да, Родины и радуйтесь жизни. Спасибо всем. Ой, извините, пожалуйста, на радостях забыла свой подарок вручить. Вот я помогла такую книгу издать про своего шефа, автора и ведущего «Охота, рыбалка в Якутии». Я в редколлегии, я вот это вот печатала, ну, полиграфию я как бы больше знаю, чем это. Вот, и вторая книга об Игоре
Егоровичу Антонове, тоже он эколог, был большой человек. Это две книги памяти, в которых я тоже принимала участие. Я хочу подарить моей родной школе, библиотеке, чтобы она обогатилась. Я сижу и думаю, кому интересно? Мам, спасибо. Спасибо, Людмила Степановна. Слово предоставляется шефу-кондитеру, независимому эксперту, внуку Герасиму Васильевичу Попова, Ильину Григорию Николаевичу. Приветствуем. Еще раз добрый день, приветствую всех собравшихся. Для меня и для всей нашей семьи сегодня отрадное событие, потому что память о нашем дедушке, она будет теперь не только жить, скажем, в наших сердцах и будем помнить о нем всегда, но и благодаря усиленной усердной работе Краеведческого музея. И особенно благодарность Тамаре Ильиничне, всей команде. Спасибо. Спасибо школе, Людмиле Васильевне Колосовой. На самом деле, хотел это сказать очень много, но я скажу немножко, что дедушка, он был для нас всегда путеводителем. С малых лет он нас прививал особенно к труду. Он сказал, что если вы не будете трудиться, вы не вырастете человеком. И мы с малых лет всегда были чем-то заняты. Когда мы собирались летом на даче, каждое утро начиналось с плана работы. То есть мы завтракали и всегда шли что-то делать. То есть мы были приучены с самого детства, чтобы каждый день нашей жизни он был занят полезными делами. Я не помню, чтобы дедушка, он всегда, то есть он находился без дела или чего-то не делал, он был всегда чем-то занят. Даже когда он уже был старый, на пенсии, ну хотя возраст, к которому он ушел от нас, 73 года, это по нынешним меркам не так уж и много, но тогда, может быть, для нас казалось, с нашего понимания детского возраста, что человек пожилой, ему было очень тяжело, но тем не менее он всегда был чем-то занят. Его хватало абсолютно на всех. Не только на детей, внуков, родных, родственников. Его хватало на всех. Он всем уделял внимание, независимо, кто к нему приходил, кто звонил, кто обращался. Как он успевал все это делать, я вообще до сих пор сейчас не понимаю. И он всегда был занят тем, что он что-то писал, что-то читал, что-то изучал. У него была собрана огромная библиотека. И поэтому я думаю, что сегодня было сказано очень много теплых слов. И была инсценировка по повести «Еловый мыс». Я хочу сказать, что я впервые нахожусь в Бичинче. Первый раз я был в Ленском районе после 1 класса. Я был в селе Уртанахара. Там я провел все летние каникулы. И для меня Ленский район он запомнился как очень самых ярких событий, воспоминаний моего детства. До сих пор Уртанахара у меня стоит вот здесь. И я думаю, что Бичинча также западет сильно в мое сердце, и я обязательно еще вернусь, чтобы увидеть всю красоту. Все то, что было описано и передалось нам из поколения в поколение. Я хочу сказать вам большое спасибо от себя, от своей семьи. Махта. Спасибо. Слово предоставляется научному сотруднику Ленского историко-краеведческого музея Поповой Тамаре Ильиничне. Я вот несколько слов хочу сказать об этом человеке. Вот. Он был непростым человеком. Это умнейший, талантливый тоже человек. Вот. Александр Борисов. В 2010 году нас собрали в городе Якутске на совещание глав республики. В то время коровы не было,
я задаю ему вопрос. Когда войдет в программу «Коровник» в селе Бичинча? Он очень хорошо ответил на этот вопрос, а потом я села, а потом дальше он говорит: Тамара Ильинична, встаньте. Думаю про себя, что не так сказала, что не так спросила. И он что сказал? Я летом был в Бичинче Ленского района. Товарищи главы, если будете в городе Ленске, обязательно поедьте в Бичинчу. Там такая красивая природа, там такая чистота и уют. Это образцовое село. Почему я это повторяю? Я хочу, чтобы всегда Бичинча была такой. А теперь я попрошу у нашего руководителя, у своих коллег пообщаться с моими земляками на родном языке. Можно, да? Извините, пожалуйста. Потому что в таком составе встречалась я с ними в 2013 году. Эти хамайөкке этилер история höptak кемигере бехатне суруллохта. Не зря же говорят, сказанное улетает, писанное остается. И вот осталась история Бичинчинская, история Ленского района. Благодаря тому, что у нас такой талантливый... Ага, земляк. Олиген боллағына бұл әме хери кемнері, олысы ғырақан кемнер, жадаңы олық, Құран жылдар. Ол кемне боллағынан гражданской серии сағаланы. Гражданской серии бастатан тұра наха өркемне болды. Россияға 5 ұлықты. Оттан хақа херігер хамай бүтәхек кыртығылар 5-10 күнігер тығынча 900 үссілаққа бүттәне. Итүлігердәк хәриге бәйті бұ хәриге ұратылар. Гражданский хәри қанлық тәхәрилері күтті тәңнеспәт ұраты атын сәри. Тоғы детекқа манна тылда фронда ден хуа. Тоқ олықта бұ кабарда бұ сәриге күтті. Қаннада қоппаққын, қаннада сүппәккен саспаққын. Олихен итигенлерге ғұрулығыт арас литератураға әтілдер батты. Ини билер ұтарта тұрғыттара дер. Эбедер уол ағатын ұтары тұрғыта дер. Демлеген әтті бітті. Бияға боллағына құнтар ұлығытта Петр Павлов бетіне терәтін ұйтар. Бұл Петр Павлов өрәқтәк өйдақ кей. Ол гынан баран кені олығын бұғыланнара әме жайбыта ден әте қанада. Бұл Петр Павлов ағата Трофим Павлов сүрдәк байтығы. Атығын 2 гильдияла. Ол аттырын бардың Иркутска көріп көверіктер бітен. Ол Трофим Павлов бігеқа иті ғынтар ұлығытта ити артыққа келер бүлі қолы бар барды, бүлі артыға дейін. Ол қолы революция болу ненені оңыттыр бұды, оңыт кейін. Ғынтар ұлығығар осколаны ғырқабы тұттар бұды. Онтан революция болу ненені 1905 жылдағы Швейцарияға болбыды аукционға бастақы хақалмағына тылабыды. Төғіға тылабыды. 200 бейін тыынча. Ол хағана біріна кыната 6 хаққор. Ол кынан баран чүрдәк чехіне кихебет, кені олағана олатылас бүтке хетігер, ол қатшытынылан баран бірәмә сөрғаларынан тағыз бұғытын тейін ағалды. Оннук, Норвокка кыхаллар кихи уола тоға оннук әтірәті үтті. Биги урк бандиттар дири тейіп барды. Ол әме бәйтен ола, олонна бағар жайын оңыр бұта болу, ол хағана Трофим Павлов хеттуын хастаға бит.
bu kıhıllar gelenler bollağına kıhıl kömüskün ağal diye şompalına kır bağırtlar. Onunla dağıtın prişineler bağlar evet, olihin etereklerinden, gülüğünden, yurbandan, huntarına, onu bu daje Lenski oraya yollarlar. O kemine, bu Piotr Pavlov eterekin bir yaka ıtar, otan kini uova bollağına gülüğü uyuyahıgar bari. Hübe ikkiler, Andrei Pavlov diye, kini bolla komsomolets, bu gülüğü uyuyan komsomolskay teröristlerin salayar ebit, onu bu ağatın utarık heride. Kelim bollağına Respublika ulakan böden salayatçıda bolla hıcca, Котудойдуга hıccan denge soğuk oldu da. Onu iti гражданский heriden olus, ınırık katastrofический heri bolar diyen et yakınladı. Jol kurduk bir yakamiye, tığınca 900 hürbekki sılta, iti Inokentiy Fyodorovich Yushin. Ota karamnida hıdar bolla, bihige oskolaga öğrener bir tağına kimi, tuğa umuğa barete. Dinle umuğa, onunla tireni söğürük duran üretir. Bu, onun kiniti hürbekki sıldaqa, otoy biliten ağuak kırdığıga, ödürülen durar, kinitten uğratıysa Yakov Kanayev'den barete iti muhtuya bastakı militsionerlere. Ol emi ölpüte, ottan iti muriyetten törüttağ yağınışıp, kini onlağını betinçağa ıpıttar bu, bölükten tirer, ürünler, küsterin muhtarın töğü, küstağların bildi. Kini onlağına kanlı uhannağa bolar, ihiti, engin örümönlerdağa bolar, onu emiye, kığılar miye, kığılar keliyakların yine ödürüm tebislikleri. Jonon, kinige ispohanun otoy kep sebepin ahıkkıt, onu trombollağına bu manda sığın naktuğu etiyakpin bağırabını diye, bu giroyda cinnak bir yoluk butugar min kolabur. Kör bir canlar. Cin çakçı bol bu toğulur, onun iti kinigeni tahattırar bar tuğunan hırlamıppını min hama ulakan hırlım diyen bu ederi çakka, onu orta sastaqtırga tiydin. Bu betinci oluğu cahağa kaydağa teydiyen. Bu bihigi Gerasim Vasilyev'ı bollağına Lenskayga bol bu prezentatsiyağa olus kaygağıttar. Bastakıtnan kini ayrılganın otoy cinnak suruya çıkurduk düyen suruya. Onun nuçalıtıllar Johnlar otoy kaygağıtlara olus şügeydik bu kören kuryere bittiyenler, onun bollağına kini tuğda jurnalist, kuryatçı da bol batak bolan barat, iti izduhatıttan kuryat radyoan Kapitonovich ettevatta tünler ağan hasırdı beskadalı ağan biterim tebistimde. Ki tardыстağına onun ağarın ehli bari bilak. Jokulovrun olunna bar Nikolka Serkin nuça eder ola. Kamraktan törütte ona betince hakakıha anız. Kini ıras, kinler ırasırdık taptallara cühüller. Olu sıras. Tengnen körörün içakta. Bilin sığın ollakı sığını kaydağın, ol kemne kaydağa bitin. Ol gınan baran, iti ıytalahında kördüm bula hatakım, hüs sılanlara öttünağı olu köstör bolla. Onun bollağına iti giroydar oloqtara halgı kaydak bol butun kıyan bulbatıbıt, komoltoto diyen Gerasim Vasilyevich otun ettedi bu. Örhoğus olur bu tebite bollar ota kini bulanıgar bari ete ikis çağın buruyeti. İtin ne bar bir emye sürün giroydartan bir destere Marika. Bastaka komsomolister bar olatta. Hovas soğutak kini kız. Hürdak sıtı kotu sangar but inger bit bir de munyağı kötüpet vыступайdır kız. Ol bollağına bilgi barı biler ubastır. Kim dedi bit? Maria Nikolayevna Marieva. Öğrekka mi sürde ulakan tardığıla öğrekka. Manla öğrener ondan çok uskayga baran, öğrenen baran bu Respublika kas toruyonlargar
бұл советской партийной үләхетінен үләлән хитче, онтон коммунистическая партия онақсы сиегер 39 сыллаққа хақахириттен делегат болан барар. Bir делегат тақпыт оның бейгі. Халғы боллаға дойды херитін кемегер, оны егі бары білағыр, оборона фонда тығар, оны ағыстығынша, 2 мүхі күлбек 5 соковайы қачыннан бері, ағыстығынша ағыс мүхі ағы 15 соковайы облигациянан бері. Қомолтото ден жекергені оғылыра хуақ, менкінні боллағана тыңынша 967 сыллаққа жоқускай қораққа үйерені баран-баран көрбүтім, оны ол бүтәйген көрбүтім, ол хыл кені хуақ болбыта. Жа қабырықа, даже Елена Сергеевна Шубатый актер батта, прямо у него получается қабырықа. Ол қабырықа боллағынан Саморцев Гаврил Иванович. Жесурдақ комсомолец, колхоз территорияхыня активный, тутатчы колхозтары, онтон нехилек хеветін председательнен, үлелән хитчебіта, мені тені қантан білебіні, итеме мәні ғұрылы батақ, меха Кристина Федотовна Попова, кенеха типетім, хастағы жонлары барылар, мен үгін отай олар тұтала бақпын, онтан конце концов білбетім, аймақтылар. Вот история ден он, ну, билбетаққан билаған, кірджақ қырдың. Вот, ол кені томпа орайонығар болағана райисполком председательнен үлелән сылдым. Вот, бір итияқ қыстақтар еті, ол қыстыра кенлерге 10 сені біліқтар. Индеева, Саморцева, Маргарита Гавриловна, Хүрбе 2 қос сен ба, қос сен 10 хетті. Дебілағытты білгейлі ол Гаврил Иванович туақтары түртшелері қайдақ болан бар бұттары. Қолы бұр бір күстірін бары білағыт батты, алас кетерейс. Кандидат педагогических наук, доцент, живет в Канаде. Вот продолжение рода Гаврилки, Гаврила Саморцева. Одна, опять перешла, это вы не знаете, поэтому могу, это не книга. А следующая, вот правнучка была, Александра. Она мастер спорта по легкой атлетике, чемпионка России в беге на 100 километров. Вот какие есть бешенчинцы. Дальше, вот связанные с этой же повестью. Дальше, Кимбар, Ол Индеев Николай. Это Николай Боллана, үрдік категориялық врач, хирург, онколог, Джокускайга үләлер, әме отличник, аны тұран Боллана, епархиальный медалинан наградыламыд. Джокускай, Онналенскай епархия медалин. Вот он оғылыр түр, олата халғанан бара тұрута келлергенлері итінлік үшігейі. Вот, итін етен тұрамын әйеға қолы бұр болуын де. Мен олуыз бағарабын. Бетінчем үтчаттара, халғы өренен, сайдан, үлелен, қамсан, айын тұтан, олуыз дойдуларғар, бетінче қара бол батақ дойдуларғар, тұғалақ жон болып үйінуектерін, олығын итінне қолы бұрдары ағалап. Аны тұрам болағына туық. Де итіннік болла, олаты болағынан білігін бейге ағықтақ бұд. Онна біліңі үтчақ, ити гражданская серия уроктарын отай, механик бар, отай атын қарағынан көріуі. Оны көріуі сайтылақ жон боллақ күтті. Бейге хағана бейге атынлық көрәлеті бит, потому что коммунистическая етейліға тепті олегі. Вот. Онын оғылыр. Хақалытындағын, мучалытындағын.
Оны темнен көріп, бұтылбаға қайдаға бітейді. Бұтылбас сеті бұлар бар, Тамара Ильинична Ленская район танутай таққыбата ақаттан оны тұлбас сеті чугай бағайны бұланығыға Меха Людмила Васильевна Колосова көмілес бүйді. Білеген бұл уақыттақ презентацияны бұққа барытыны илән сағылан кейінің үті. Бұл мен bir өлеләбік жонныру Елена Сергеевна, бұл Людмила Капитоновна, Людмила Васильевна ылсыбыттары нотой ұқтыват жонлар. Бірәм аннан баранғыталар, отой кәнінен чүгіргер дені білбәттер, білі хәриге кейлер күрдік жонлар. Оны кендері қайдақтағынан улар баққын, олеген псуатаке қанлары қара, жай кем бір хитисті үлі бітет. Оның улақанлық мақтанауы мен bir өлеләр жонлар бар. Оны манныға дәрігіна бұл. Механик бар боллағына білеген радиомистен олар қоппатты. Усалдан болу, жақандары центральный бөлу районлары болуынар. Хабыз саңа таз делерге керелдер, да, культуралар. У них эти дворцы культуры, селения в каменном варианте. Вот. И поэтому я сегодня попросила нашу коллегу снять наш клуб с этой мемориальной доской. Снять музыкальную школу, как раньше мы называли, школу искусства. Вот эта музыкальная школа, здание, я для вас говорю, чтобы вы знали, теплое, да? Но я помню, когда в 7 лет пришла подготовительный класс, это был 55-й год, он достойно стояло это здание. Так что я не могу определить, сколько зданию этому лет. Вот. И снять вот это здание, и снять наш детский сад и школу, чтобы посмотрели, сравнили. Я попросила написать обращение, да? Мы с Людмилой Васильевной попросили написать обращение. И хотим показать. Вот здание культуры первого министра республики. Где родом он? Откуда он родом? Вот таким образом. И попросить помочь. Правда, мы знаем, что федеральное руководство за это отвечает, но все равно министерство, мне кажется, может помочь. Я помню, как нам помог Басылысов Виталий Николаевич. Я за ним по пятам ходила. Врачебный путь у нас стоял в 17 году. Көрдіғын, қастады көрдіғын, Денскайға Саркилердің главный врач-таны Итар Виталий Николаевич. Бетинчау, камылыға отто дир, мы не мешаем. Олгынан борлағына, демекші поместілгі қағыттар бүтеді. Виталий Николаевич өтеді. Вот, onun bollağına, наш выпускник, onun bollağına обязательно обращение надо, обязательно надо. Мне так хочется, чтобы через несколько лет на стене красивого каменного здания Дома культуры висела вот эта мемориальная доска. И чтобы это здание культуры носило имя Герасима Попова. Улаханлык мақтанабын, келен күттіні ұлан, бұл керяғынға күтті бұл күттігат, оны вообще әйгін күтті бұманды кепсетер біттен олыздол бұябын, өйкіндіктер еқпатын. Күтәді әстігіт бүгін. Қақа болымын бұтағы.
История Герасима Васильевича Попова, она такая, что не поверите. Что не поверите? Почему? Потому что у Марка Григорьевича Попова, отца Герасима Васильевича Попова, в Брастынахаха от руки таблицу сделана. Это он 7 сыновей, 5 дочерей. Уникола. Он буман накинтахан. А откуда все это пошло? Не я написала. Все это вела Луиза Владимировна Мордосова, тоже Печенчинская наша. Если разобраться, в 3-м поколении вы все родственники. Что Захар Иннокентьевич Саморцев, что Людмила Васильевна Мордосова, Колосова, что дети Дарьи Терентьевны Поповой, Ивана Давыдовича, что Мария Ефимовна, что Мария Николаевна Басыгрысова по мужу. Дальше, что Алексей Антонович Попов и ее сестры. Все родственники. Вот, поймите, как в то время сохранилась жизнь всех этих детей, да? Обычно 7 рожают, 3 или 4 выживают, а тут все 12 выжили, стали достойными людьми. Это Маркович. Спасибо. Как сказал... нет. Уважаемые гости, может кто-то еще хочет сказать слово? Печенчинцы. Нет? Не хотят. Тогда скажу словами Герасима Васильевича, словами одного из героев. Пусть у всех пришедших в этот срединный мир будет и любимая жена, и удойная корова, и достойные дети. На этом наш праздник закончен. Всем спасибо большое за участие. Что, дорогие друзья, прошла презентация книги «Иловый мыс» в селе Печенча. Все прошло очень хорошо. Приехал его внук. Так что все тут хорошо. Итак, с вами был Александр. Всем удачи и добра. До новых встреч.